Вы смотрите проект «Выше всех». Здесь только самые активные и самые креативные подростки нашей республики. Яна весьма находчивая и веселая девушка. В городе Давлеканово, откуда она, ее многие знают. Пора и нам с ней познакомиться. «Выше всех» — это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя — это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомят с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Привет, Яна. Привет, Марсель. Я давно хотел пообщаться с блогером, думаю, нам будет о чем поговорить. У тебя много очень разных интересов, и я хочу начать именно с видеоблогинга. Расскажи, как ты попал в такую сферу и что тебя на это сподвигло? На самом деле я не считаюсь видеоблогером. Я снимаю видео для школьного кружка. Показываем мы его в школьном телевидении. У нас есть своя телестудия, можно сказать. Называется она «Четвертая кнопка». Я учусь в 4-м лицее, «Четвертая кнопка». Вот такая вот связь. Для него мы снимаем видео, различные мероприятия, выезды на различные мероприятия, например, КВН, Экобум. Ты, наверное, капитан своей команды в КВН? Нет, я не капитан. А чем ты там занимаешься? Я в основном подтанцовка. На заднем плане, можно так сказать, я массовка. Удивительно, я думал, ты в первых рядах. Вот уже на протяжении 2 лет я снимаю КВНовскую жизнь, наши номера, наши репетиции, нашу закулисную жизнь, монтирую это дома, собираю материалы и так далее. Когда мне было 15 лет, мне купили новенький. А как называется ваша команда и сколько в ней человек вообще? Наша команда называется «Беляшики». Вот такое вот у нас смешное название. А почему именно такое название? Я тебя перебью, это просто интересно очень. Однажды мы собрались опять-таки на вечернюю репетицию. Перед выпуском у нас не было названия. Название пришло совершенно случайно. Видимо, мы хотели есть, мы все были уставшими. И вот идея гениальная пришла. Беляшки. А тебе никогда не хотелось, например, написать какую-нибудь шутку и быть на первом плане? Знаешь, нет, потому что я знаю обратную сторону. Мои родители, папа и мама, являются авторами шуток, они все готовят, также организуют. Возможно, от них именно я переняла это хотение, желание быть на сцене. Шутки пишут они. Я знаю, каково это, как это трудно, и я бы не хотела писать шутки. Сальников вчера же учудил. Игорь говорит, у меня у папы сломал ребра. Валентин Николаевич, когда он умудрился? А он подумал, что мы ему не верим, и говорит, я тебя уверяю. Забылся и начал доказывать. У нас же на Олимпиаду не допустили спортсменов. Я и говорю, может быть. Да, может быть, мы что-то оттуда возьмем. Какую-то шутку. А что оттуда возьмешь? Почему нас не было на прошлой юморине? Не допустили. Как вообще относятся к тебе учителя тем, что ты занимаешься? Учителя относятся ко мне доброжелательно. Зачастую они ко мне обращаются для того, чтобы я помогла им, выступила на каком-нибудь мероприятии, помогла им с какими-нибудь проектами, сама активно участвую, принимаю их предложения. Ну, какие например, проекты? Например, различные олимпиады, они же тоже являются проектами. К примеру, я активно пишу рассказы. Одно из моих увлечений. Меня публикуют в книгах. Например, мы участвовали с моей учительницей Лагутиной Ангелиной Владимировной в Акмулинской олимпиаде от БКБУ имени Акмулы. Я стала победителем
выиграла конкурс. Наградой за этот конкурс был мастер-класс с известным писателем. Меня опубликовали, я получила заряд эмоций, позитив, пообщалась с писателем. Очень круто, конечно. Так, ну, наверное, эмоции, да? Да, эмоции. А можешь зачитать какой-нибудь из своих рассказов? Они длинные. А ты их вообще, как ты их пишешь? Ты откуда берешь истории, например? Даются определенные задания, я вдохновляюсь, слушаю музыку, гуляю, и потом рождаются мои рассказы. Ты можешь предположить, что тебе говорят твои одноклассники? Я могу даже не предположить, я точно знаю. Им нравится моя внешность, как бы это сейчас ни звучало. Им нравится то, как я говорю, то, насколько я открыта с людьми, насколько я готова прийти на помощь. Про себя, знаешь, говорить как-то Да. не особо. Хвастовство, я не за него. Мы с Яной учимся вместе только первый год. К сожалению, наше общение не такое тесное, как хотелось бы, но за это время она успела себя показать как открытый, добрый, позитивный человек. Она часто выступает на сцене и проявляет свои мастерские способности в танцах. Она упорная, это мне в ней и нравится. Мы с Яной учимся уже 5 лет, она показывает себя с лучшей стороны, очень отзывчивый человек. На протяжении всего нашего общения она раскрывалась для меня как удивительная книжка. Всегда поймет и выслушает, даст дельный совет. Яна мой самый верный и близкий друг. Голосуйте за меня, потому что я... А что это такой за предмет интересный? Ну, Этот предмет, с одной стороны, люди бы подумали, что это простая железная палка. На самом деле это не так, это баттон. Баттон пришел нам из Франции. Им занимались мажоретки, это основной инструмент мажореток. То есть, получается, они им крутят, выполняют различные движения. Ну, например, мельница, потом опять-таки вот такое есть движение и так далее, различные движения. Получается, настоящие мажоретки имеют прямую спину, расправленные плечи, высоко поднятую голову, вытянутую шею. То есть угол ноги у нас прямой. Мы начинаем маршировать, эту руку заносим за спину, выпрямляем спину и начинаем выполнять трюки. а можно попробовать? Да, конечно, Марсель. Как правильно держать? Смотри. Взял, держишь ровно, ровно посередине. Наконечники смотрят в разные стороны. И начинаешь в эту сторону, в эту, в эту, в эту. Это называется весло. Есть еще одно движение. Вот. Закрутил, выкрутил, закрутил, выкрутил. Проще говоря. Держи, пробуй. Так. Да. Ну, почти. Для новичка очень хорошо. Смотри, Возьми. какое еще есть интересное движение. Тройка Ага. и Получается, десятка. 3 пальца, да? Да, 3 пальца, 10 пальцев. Долго ты вообще этому обучалась? Сравнительно недолго, год. Я ездила на мастер-классы. Мастер-классы проводил БКПУ, опять-таки. А занималась я в своем родном городе, в Давлеканово. Мой преподаватель — это Балакирева Анастасия Юрьевна. Она выпускница БКПУ имени Акмуллы. Она ходит как раз-таки в Державу. Держава — это коллектив, который работает на основе БГПУ. У тебя так много связано с БКПУ, ты, наверное, туда хочешь поступить? Нет, ты не прав. Это распространенное заблуждение тех людей, которые со мной общаются. На самом деле я хочу поступить в УФУ, в Институт сервиса, на факультет гостиничное дело и ресторанный бизнес. Почему ресторанный бизнес? Ну, потому что вся эта сфера меня привлекает. Я люблю сотрудничать, так сказать, серьезное слово для моих лет, общаться с людьми, налаживать связи, организовывать. В Тебе принципе, это очень нравится? Да, и меня за привлекает этого. вся эта сфера.
С детства я занимаюсь коллекционированием кукол. С более старшим возрастом я перестала их коллекционировать, пропал интерес. Но, как видите, коллекция у меня достаточно большая. Интересное в этих куклах то, что родом они из разных стран, городов, то есть они у меня со всего мира. Вот эта кукла, она у меня самая первая, она из Турции. Вот эта кукла интересная, она из Карачаево-Черкесии. Эти выполнены из льна, они считаются самыми дорогими, наверное, в этой коллекции, потому что это handmade, ручная работа. Они привезены из Беларуси. Это игрушка из Египта, а это из Кубы. А какие у тебя любимые и нелюбимые предметы в школе и какие экзамены ты хочешь сдать? Я гуманитарий, причем гуманитарий такой, который начисто не понимает предметы технические, точные науки для меня чужды и далеки. Я люблю литературу, общество. Это вот прям моя стезя. Я люблю читать, различные дискуссии с людьми на общественные темы. Yana, continue please reading. But the kisses, what about the kisses? Asked Passepartout, in despair, shaking his head. Ну, чемоданы, что насчет чемоданов? Спросил Паспарту, в отчаянии качая головой. У нас не будет ни одного чемодана. Чем ты занимаешься, когда у тебя остается свободное время? Я хожу на танцы, я занимаюсь хореографией, я очень люблю танцевать. Хожу сейчас в ДШИ, А что это? детская школа искусств, аббревиатура так расшифровывается. Мой преподаватель Криволап Александр Витальевич. Мы занимаемся сравнительно недавно, до этого я занималась с другим преподавателем, но больше 7-8 лет я занимаюсь танцами. В каком стиле ты танцуешь? Я считаюсь народником, я танцую народные танцы. С недавних пор я танцую такие танцы разнообразные, как, например, сейчас модно вок. Это с ленточкой, да, по-моему? Нет, вок, руки разные руки. такие. Мы танцуем не только вок, мы танцуем цыганские танцы, опять же, русские народные танцы, испанский танец. Я знаю, что очень тяжело совместить работу и твое любимое занятие, но у тебя, я думаю, это получится. Так желаю, чтобы все твои грандиозные планы тоже осуществились. Спасибо, Марсель. Успехов и тебе тоже. Ну а вы, дорогие друзья, обязательно поддержите эту веселую девушку в финале. И помните, что звезды всегда заметны. Увидимся через неделю. Пока!